Здравствуйте, дорогие слушатели! Ярчайшей звездой на небосводе литературы Казахстана сияет звезда Сабита Муканова. Сабит Муканов, классик казахской литературы XX века, пришел в большую литературу со своей темой и своим жанром. Он был замечательный поэт, писатель-реалист, литературный критик и ученый. В своих стихах, поэмах, романах он отразил важные вехи исторического пути казахского народа. Много лет возглавлял Союз писателей республики. Литературный портрет «Неповторимый талант души» подробнее расскажет о жизни и творчестве великого писателя. Сабит Муканов родился 26 апреля 1900 года в местечке Жаман-Шубар Петропавловского уезда, ныне Северо-Казахстанская область, совхоз имени Докучаева, в бедном ауле в семье скотовода. Был он мальчиком-акыном, обладавшим даром импровизатора. Песенный дар ему достался в наследство, и не случайно свое творчество он начал как поэт. В юношеском возрасте он встретил Октябрьскую революцию и активно участвовал во всех событиях, параллельно заканчивая учительские курсы. Именно тогда он осознанно подошел и воспевал в своих произведениях чаяния и мечты народа, освободившегося от многовекового рабства и невежества. «Перед тобой теперь открыты дали, иди вперед, забыв свои печали, в пути настойчивым и смелым будь, увидишь свет на новом перевале». Позже были знакомства с Сейфуллиным, работа редактором в областных изданиях и первые поэмы. Среди них «Сулушаш», легенда о любви, обреченной из-за социального неравенства двух влюбленных, и множество произведений о молодом советском государстве. Еще разлуки, горько не предвидя, Алтай не думал о грядущем дне. С ним Сулушаш, и он богаче бая, степь, голубое море при луне. Ему шептались звезды доброй ночи, и дальше он пошел к своей любимой. Она ждала Алтая в тишине. А с началом Великой Отечественной войны поэзия Муканова становится рупором, обличающим сущность фашизма и прославляющим подвиг народа в борьбе с врагом. Еще в 20-х годах Муканов стал писать и в прозе. За 40 лет он создал множество рассказов, очерков, повестей и романов. Пожалуй, самым значимым его произведением можно считать роман «Батагос», в центре которого судьба девушки, пришедшей к революции. Известен Муканов и как драматург. По его пьесам и либретто до сих пор ставят спектакли и оперы. В последние годы жизни Муканов занимался исследованием научного и литературного наследия Чоканова-Лиханова, как путешественника, ученого и просветителя. Результатом долгой работы стали пьесы Чоканов и незавершенная дилогия «Промелькнувший двор». Незаурядная энергия, постоянное желание находиться в самом эпицентре развивающихся событий тянули Муканова в самые отдаленные уголки нашей республики. Казалось, он стремился охватить все сферы, понять каждого из народа. Поэтому в годы освоения целины он проявил себя как блестящий публицист. Его очерки посвящались и рядовым целинникам, и шахтерам, и животноводам, и работникам науки и культуры. Самого Сабита Муканова можно отнести к работникам науки и культуры, ведь он был ученым, исследователем истории и теории литературы, занимался вопросами становления и развития жанров казахской литературы, эстетики, культурного наследия театра и музыки. Ему принадлежат труды по изучению литературного наследия Абая Кунанбаева, первое изложение жизни и творчества Жамбыла Жабаева,
этнографический труд «Наследие народа». Именем писателя названы улицы в Алматы, родной аул, школа, областная библиотека, областной драматический театр Северо-Казахстанской области. В Алма-Аты на улице Сабита Муканова установлен памятник-бюст и работает мемориальный дом-музей. К столетию со дня рождения Сабита Муканова была выпущена памятная монета Казахстана номиналом 50 тенге. Это была небольшая экскурсия, а подробнее о творчестве Сабита Муканова вы сможете узнать, посетив нашу детскую библиотеку. Спасибо за внимание.